Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 19 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем 3 карты на отношения, 3 карты на работу, 2 карты на финансы и карта итога дня. Итак, у нас выпадает как карта дня Джокер, а это значит, сегодня будет много каких-то неожиданностей. Скорее всего, будет какое-то событие, которое нас заставит повести себя не так, как от нас ждут другие люди, не так, как мы привычно общаемся, не так, как мы себя ведем. В общем, карта, когда мы предстаем перед другими людьми совершенно в ином виде, в ином качестве. Возможно, нас не понимают, возможно, мы кого-то шокируем, да, но что-то такое неожиданное может сегодня получиться. А кроме того, карта говорит о том, что мы можем сегодня принять какое-то решение и освободиться от чего-то тяжелого, от чего-то ненужного, да, что делает нас зависимыми людьми. Карта говорит о том, что мы можем сегодня стать более свободными в чем-то. Кроме того, это карта новых планов, это карта каких-то новых надежд, когда мы оставляем позади то, что нам уже не нужно, то, что отжило, да, и у нас появляется какая-то жажда жизни, жажда изменений каких-то новых. Кроме того, по этой карте очень часто нам встречаются люди необычные, какие-то экстравагантные, люди, которые тоже не похожи на других. И это, знаете, как такой этап новый в нашей жизни, да, подобное к подобному притягивается. Мы готовы к чему-то новому, и новое приходит в нашу жизнь. Появляется что-то такое, чего мы не ожидали. Хорошее время для того, чтобы работать в сетях, да, там в интернете, допустим, для блогерства, для каких-то там прямых эфиров хорошее время, для пиар-бизнеса и так далее. Если у вас интернет-магазин, тоже очень хороший день для того, чтобы зарабатывать. Также карта говорит о том, что неплохо было бы сегодня как-то выделиться, да, может быть, если идея какая-то придет вам в голову новая, то желательно сразу начать ее осуществлять. Может быть, даже сегодня нужно себя противопоставить какой-то группе людей, да, для того, чтобы свою индивидуальность как-то выразить, подчеркнуть. Также карта говорит о том, что неплохо организовывать что-то для большого количества людей, да, это может быть какое-то мероприятие. Хорошее время для того, чтобы покупать билеты на самолет, покупать электроприборы, чинить там электропроводку, да, заниматься электричеством. Хорошее время для того, чтобы, знаете, совершать какие-то поступки, очень, знаете, такие неожиданные для других людей, да, и, может быть, революционные такие для вас, да, то есть это может быть совсем не то, что вы привыкли делать раньше. В общем, такой необычный день. Также карта говорит и об астрологии, то есть желательно прислушаться к астрологическим прогнозам, либо заказать астрологический прогноз, потому что очень хороший день для этого. Эта карта говорит о получении зарплаты, о доходах от бизнеса. В общем, очень такой интересный и насыщенный, неожиданный день. А что будет помогать? Десятка трифовая. Будут помогать люди, которые имеют связи, у которых хорошие какие-то доходы денежные, да, у которых есть какие-то знакомства, допустим, в администрации, да, в каких-то, в общем, таких руководящих структурах. Это может быть и наша личная сила, да, когда мы на что-то новое ее направляем. Или, может быть, это наши деньги, которые мы решаем вкладывать во что-то новое. То есть здесь это будет у нас положительно. Что будет нам мешать? Будет мешать семерка червовая. Карта говорит о том, что будут мешать, скорее всего, семья, которая привыкла вас видеть каким-то привычным образом, да, то есть близкие люди будут стараться остановить вас от чего-то нового, удержать.
Кроме того, будут мешать какие-то установки, убеждения, которые были раньше, да, которые стали привычкой для нас, они тоже будут мешать. Ну и, конечно, будет мешать желание какого-то очень быстрого роста, да. То есть если даже мы начинаем что-то новое, мы должны быть готовы к переходному периоду, да, когда какое-то время мы медленно развиваемся, то есть не слишком быстро у нас растет все, да, не слишком быстро все развивается. Ну, также, смотрите, карта предупреждает о том, что нельзя разрывать семейные отношения, нельзя разрывать там партнерские отношения в этот день, потому что, скорее всего, будет такая ситуация, когда будет хотеться это сделать. Но нужно подождать, то есть это как бы дальнейшие дни покажут, как вам лучше поступать, но не сегодня. Сегодня не нужно делать каких-то резких движений в отношениях. А для тех, кто в поиске партнера, девятка бубновая выпадает. Карта говорит о том, что у вас какие-то значительные перемены в жизни предусмотрены, да, то есть будет, скорее всего, окончание периода одиночества, потому что вот эта карта всегда закрывает какой-то один период, а у вас вот как раз это период одиночества, да. Давайте посмотрим дополнительно. Да, действительно, у вас может открыться для вас какая-то новая дверь, да, то есть какой-то может новый человек встретиться, может просто светлая полоса открывается. А для тех, кто в паре, дама бубновая, карта говорит о том, что у вас сегодня будет такой день принятия какого-то важного решения, когда вы должны сделать выбор, и знаете, вот у вас будет, скорее всего, несколько вариантов, несколько возможностей, и из-за этого будет еще сложнее, да, потому что вам хочется сделать правильный выбор, а у вас несколько вариантов, то есть трудности вот такого рода. Но вообще вот эта карта, знаете, новых каких-то альтернатив, да, возможностей, то есть, может быть, что-то появится такое, на что вы не рассчитывали, да, но вот с главной карты дня здесь у нас идет такой, ну, как бы один смысл. А также карта говорит о том, что вам желательно сегодня действовать свободно, то есть, во-первых, вам не нужно ограничивать своего партнера. Во-вторых, если вас кто-то ограничивает, то вам нельзя подчиняться, то есть нужно обязательно свою волю проявлять. То есть вот такой как бы совет, подсказка, да. И также карта еще говорит о том, что нельзя допускать других людей в ваши отношения. Сегодня как будто кто-то будет вмешиваться еще в ваши отношения, там друзья, подруги, или может быть родители, или еще кто-то. То есть это будет проблема, да. То есть скорее всего нужно будет вот ограничить вмешательство других людей в ваши отношения. Для тех, кто в ссоре, восьмерка трефовая. Карта говорит о том, что пока что для вас помириться сложно. Пока что, может быть, или тем способом, которым вы хотели бы помириться, да, не получится. Скорее всего, либо новые какие-то нужно искать способы, либо подождать какое-то время. Или, может быть, даже, знаете, если это не ваш человек, может быть, даже нет, нужно сказать вам. Да, вот вы посмотрите, вообще этот человек, он вам подходит, он вам нужен. Скорее всего, вам нужен новый человек, скорее всего, потому что, может быть, даже и хорошо, что у вас здесь ссора произошла, скорее всего, этот человек вам не подходящий. Скорее всего, у вас будет новая встреча. А для работы выпадает у нас, для тех, кто в поиске работы, выпадает дама червовая. Карта говорит о том, что у вас перемены, либо работу на дому вам предложат, либо какую-то вот удобную такую, да, удобное место работы, либо это будет просто улучшение, наконец-то, давно, допустим, ищете, давно, ну, как бы не получается, и вот, скорее всего, завтра у вас получится наконец-то, потому что какие-то неожиданные новости приходят. А теперь для тех, у кого уже есть работа, валет червовый. Карта говорит о том, что замечательное время для различных партнерств, для консультаций, для общения с глазу на глаз, там, с клиентами, в коллективе, может быть, даже и с начальством, но реже по этой карте вот мы, начальник подчиненный, общаемся, скорее всего, на равных. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то сделки очень такие нужные и важные, да, и вообще вот как-то очень лояльно будете вы относиться к другим людям, и у вас, и к вам будут люди также относиться. В общем, такой день приятный довольно-таки.
Для тех, кто своим делом занимается, шестерка бубновая. Карта говорит о том, что для вас какие-то новые возможности открываются. У вас появляются надежды на то, что меняется ваше дело, улучшаются, увеличиваются ваши доходы. А также карта говорит о том, что вы можете сегодня получить результаты какие-то положительные, если вы, допустим, на что-то рассчитывали сегодня, да, какой-то проект, какая-то договоренность или еще что-то, заказ какой-то, то здесь будут положительные результаты. А также карта говорит о том, что если у вас были какие-то сложности или какая-то непредвиденная ситуация возникла, то у вас обязательно все как бы тут счастливо заканчивается. Очень хорошая карта для того, чтобы какие-то новые возможности использовать в своем деле. В финансах выпадает шестерка пиковая и валет пиковый. Для тех, кто на зарплате, скорее всего, будет либо какое-то пособие, может быть, да, от государства вам, ну, допустим, вы какое-то время, может быть, не работали, да, и вот вам приходит какое-то пособие, или, может быть, на детей пособие, да, вы получаете. Также карта говорит о том, что, может быть, будут какие-то законодательные какие-то акты будут влиять на вашу зарплату, на ваши деньги, да, принятые законы, какие-то принятые распоряжения там, от администрации, от руководства, они могут повлиять как-то на вашу зарплату здесь. Но давайте посмотрим, каким образом повлиять. Но, скорее всего, что-то здесь по-новому у вас будет происходить, вот очень похоже на увеличение ваших финансов. А для тех, кто своим делом зарабатывает, валет пиковый, карта говорит о том, что вы, скорее всего, в начале пути пока еще доходов не получаете таких, какие хотели бы, но это уже хорошо, да, то есть уже какой-то у вас результат появляется. А также карта говорит о том, что у вас есть возможность позаботиться сейчас о том, чтобы ваши деньги выросли. Скорее всего, либо не хватает у вас знаний каких-то вот в области того, что вы сейчас начинаете, чем вы занимаетесь, да, либо вот финансовую грамотность нужно как-то улучшить. Но такое ощущение, что вы тут немножечко, ну, как бы на ощупь действуете, да, то есть не всегда четко понимаете, как вам лучше действовать, чтобы больше зарабатывать или чтобы достаточно зарабатывать. Либо вы в начале пути только, поэтому денег еще не так много. И в итоге дня у нас шестерка трефовая. Карта говорит о том, что день перемен, день, когда заканчивается одно, начинается что-то другое, когда у нас какие-то очень важные события происходят, которые влияют на нашу жизнь, которые меняют ее. В конце дня мы можем почувствовать, может быть, даже какую-то печаль или тревогу, да, из-за того, что у нас жизнь меняется и что-то из нее уходит. Но в то же время это и начало нового. То есть не нужно переживать, не нужно расстраиваться. Карты говорят о том, что это просто входит в вашу жизнь что-то новое, начинается новый период, приходят новые люди и так далее, и так далее. То есть всегда, когда приходит новое, ему нужно место, поэтому старое должно уйти. Поэтому не переживайте, все, что происходит, обязательно будет к лучшему. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.